Гиркин руководил похищениями людей в Чечне. Ты можешь рассказать об этом подробнее? Да, но это уже следующая страница его биографии. Соответственно, Первая Чеченская война заканчивается Хасавюртовскими соглашениями, как мы помним. Была там определенная пауза в несколько лет между двумя войнами. За это время Игорь Стрелков переходит из структур военных в структуры спецслужбистские. Он становится сотрудником ФСБ России. Собственно, в этом ФСБ он проработает там вплоть до 2013 года. Уволится он незадолго до украинского Майдана из этих органов. А когда начинается Вторая Чечня, Игорь Стрелков едет на Кавказ уже как сотрудник ФСБ. И мы, в общем, примерно помним, чем сотрудники ФСБ занимались во время Второй Чеченской. Но ты лучше объясни. А Игорь Иванович, он, в общем, особо там это и не скрывал. Периодически он потом на всяких форумах тематических, просто на каких-то своих страничках в интернете буквально публиковал свои воспоминания, рассказы о тех событиях. Например, у него, опять-таки, с точки зрения историка, довольно любопытная есть книга, его «Боснийский дневник», как раз про события на Балканах. И вот, когда он уже стал знаменитым, когда все это, значит, творческое наследие начали внимательно под лупой изучать, то в том числе, значит, всплыли в сети и рассказы Игоря Стрелкова о его службе на Кавказе. Например, он опубликовал рассказ, как, значит, однажды он с коллегами ездил в селение Мескер-Юрт. Вокруг этого селения действовала некая банда братьев Ахмедовых, а, значит, ФСБшники подозревали, что местные жители помогают сепаратистам, помогают боевикам. И буквально ФСБ занималась тем, что похищала местных людей, которых она подозревала в связях с подпольем. Когда этот рассказ Стрелкова прочитали, изучили и начали сопоставлять события, то да, как раз коллеги из мемориала, которые занимались документированием, изучением военных преступлений, которые были совершены во время Второй Чеченской кампании, они как раз, сопоставив одно с другим, вспомнили, что да, вот в 2000 и в 2002 году из этого села бесследно пропали 8 мирных жителей. Судя по всему, они были казнены, убиты где-то. Я так понимаю, тела их в результате так и не были найдены. И мы понимаем, что Игорь Иванович, он, в общем, руки по локоть в крови были у него уже в тот момент.